Во-первых, ко мне обратилась группа моих избирателей, с вопросами о строительстве атомной станции, малой атомной станции в Ульчанском районе. У них было множество вопросов и множество сомнений. Естественно, я обратился к профессионалам Росатом и попросил рассмотреть их заявление и, условно говоря, дать профессиональный ответ. Благодарю Росатом, что они быстро среагировали, вышли на меня и предложили ознакомиться, с теми методами безопасности, которые на стадии проектирования, на стадии эксплуатации проводятся в системе Росатома. Мы вот тут более 2 часов нас знакомили, и со мной были студенты из так называемого дискуссионного клуба «Толкуй», в котором мы разные проблемы обсуждаем, дискутируем. И сегодня хочу поблагодарить всех специалистов, всех профессионалов, которые непосредственно работают и сегодня все объясняли и так далее. На самом деле никаких сомнений в том, что Росатом будет делать на самом высочайшем уровне, решать вопросы безопасности и проектирования, и строительства, и эксплуатации, тут сомнений нет. Но все-таки есть в обществе люди, которые, во-первых, не знают, во-вторых, сомневаются, в-третьих, против строительства, поэтому им надо разъяснить. И с этой точки зрения я попросил, задал такие несколько вопросов. Первое, если в 2 словах, что случилось с Чернобылем, в чем причина, в чем характер этих аварий, что случилось с Фукусимой, в чем причина, в чем характер, и почему этого не случится, если мы будем строить малую атомную станцию в Ульчанском районе. Очень доходчиво объяснили. Я еще попросил, чтобы это было в документальном виде, мне на мой запрос дали ответ. И, естественно, мы будем людям разъяснять. И предстоит еще несколько общественных слушаний. И нам надо будет кропотливо людям объяснять, что энергетика – это путь к развитию. Без энергетики, тем более в Арктике, никакого развития быть не может, и экономического, и социального. Но люди правильно задают вопросы безопасности. А как это отразится на нашей социальной, на нашей экологической ситуации? Просто это надо профессионально и доходчиво объяснять. Вот самый главный вывод из сегодняшней нашей встречи. Подытоживая, вы за реализацию этого проекта? Однозначно, я всегда был за развитие экономическое, поскольку я сам экономист и строитель, но с общественностью надо работать, потому что люди сомневаются, люди боятся, некие фобии есть. Это просто надо снимать, разъяснять, но это сложная, кропотливая, может быть, даже не совсем приятная работа, но этим надо заниматься.